Чем дальше время отдаляет нас от 9 мая 1945 года, тем меньше остается живых свидетелей Великой Отечественной войны. Но пока они живы, жива и память. В преддверии Дня Великой Победы наш корреспондент посетил жителей Залесья Василия и Софью Ситовенко, которые вспомнили то страшное время и первые послевоенные годы. Родился я 5 сентября 1934 года в Витебской области, Дубровинский район, местечко Ляды, в семье крестьянина, колхозника. У нас уже в 29 году были там колхозы. Ну, по национальности белорус. Местечко было хорошее. Значит, до войны. Там было около 700 домов. Центр этого местечка, постройки были кирпичные, одноэтажные, двухэтажные были. И в основном это был торговый центр. Там торговали евреи, всем торговали. Ну, в местечке был свой маслозавод, хлебозавод, еврейские там веревочные фабрики, швейные фабрики, не говоря, что там была больница, школа и тому подобное. Когда пришли немцы, они не трогали нас, мужиков, ничего. Ну, а после, в 43-м году, видно, их как поперли оттуда, с-под Москвы. Так нас выгнали во враги. Вспомню, на подворье заехала машина немецкая. На этой машине немцев сидело, может 50, а может 150, не знаю. Як соскочили с машины, давай стрелять курей, ловить курей. Ну, а мы вообще, местность такая изрезанная оврагами, мы в этой овраге. Овраги это заехали, и там были, может, месяца 23 в этих оврагах, пока стало холодать. Потом пришел некий приказ, немцы всех выгнали с полицаи у нас и погнали. И мы загнали куда-то за Орши, деревня Лисуны. Значит, там был немецкий аэродром. И нас там лагерь. Семья наша, значит, была. Но отца уже не было. А отец с 3-го года рождения, 2 февраля 42-го года умер. Брат был 31-го года рождения, Михаил. Значит, сестра Елена, значит, с 37-го года рождения. Ну и я. И мы все находились там в лагере. Значит, с 43-го года по июнь 44-го года. Ну, жили в бараках, в бараке жили. Значит, мать и брат немца гоняли на очистку дорог от снега, то и другое. Ну, а мы, дети, скитались там, похлебку некую давали нам и все. Ну, а тогда в июне 44-го года освободили нас. Мы приехали домой на чистое поле, все дома спалены. Осталось несколько еврейских домов, деревянных. Помню, в одном разместили сельсовет, у другим амбулаторию поместили. Ну, а мы у землянки. Отец мой был партизаном. Мать моя была, на сельском хозяйстве работала. Отец был партизаном, и внедрен на железную дорогу на работу, чтобы они имели возможность ориентироваться, куда немцы едут, какие груз направляют. И даже доходило до того, это уже рассказывала моя мать, что навоз запряжи лошадь, як отбудь уже на железной дороге, а привозили партизаны ему уже тол, там мины, чтобы потом поехать на железную дорогу и взорвать это. Так у нас такие документы у матери были, тоже забрали в школу, в музей, где написано, что
участвовал в уничтожении живой силы и техники. Значит, когда моего отца забрали немцы, но не моего отца забирали полицаи и немцы. И полицай наш местный, залезский человек. И когда моего отца забрали, и уже он был у Куранце, а там концлагерь был немецкий, знаете, уже моя мать и с подругой поехали, мы уже думали выкупить его оттуда. Но он только подошел к забору, отец, за то, что дали уже нам немцам, как он смог, он отвернулся и сказал: уходите и быстро забирай детей и уходи, иначе вас расстрелять. А з Великий, представляете, Куренец прийти пешком, это же не теперь, что сел и поехал. И когда мать сюда явилась, а у меня были больные руки, и меня лечил немец, врач. И как-то он дружил с моей матерью, врач хороший был, он и фотографии оставил, у нас и теперь есть фотографии там у матери. И вы знаете, что? И он сказал, когда мать вернулась оттуда, сразу он прибег, это немец, и сказал, як мог, пояснил ей по-немецки, что бери киндер и уходи. Значит, а я ж 40-го года, мне уже было 4-й год. Мать меня на плечи, а сын был с 36-го года, это уже брат. И мать моя тоже ушла, вот такие у Залесья у нас есть боярские, там тоже несколько семей, которые прятались от немцев. Вот представляете такую картину. И вот, и, говорю, только соседка уже рассказывала, что, говорю, мама моя была Санька, да, говорю, Санька, ты только пошла, час не прошло, как приехали полицаи и приехали немцы. Як они шампалами, а возле забора была трава, искали, думали, может, мы там. В Курасти там у нас взять не было ничего. Отец мой был в свое время закройщик. Так вот машину швейную они вытянули, но они ее не забрали, она во дворе так и осталась стоять. Вот. А мы там у нас 3 недели на Боярских, там кто-то мог что-то дать, бо мы были голые, босые, и мать уже нас, как могла, там уже содержала. И соседи, которые там недалеко жили, так они приносили кто картошку, кто что. И так мы пробыли только 3 недели. А за эти 3 недели немцев выперли. И вот мы вернулись домой. В этих ледах, где мы были, там не было этого. У нас поблизости не было партизан. Я только помню, одна семья, як-то война началась, и он запряг лошадь, собрал всю семью и уехал. У нас самое близкое расстояние до леса – это 7-8 километров. Там, может, были партизаны, может, нет. Значит, партизаны никого не беспокоили, не беспокоили, и немцы так не издевались уже над людьми. Вот с евреями только поступили они. Были согнавши сначала их у школу. С всех этих ледов согнали. И их там держали, просто как скот держали. Правда, деловых людей, разных портных, сапожников, отпускали на день. Идите там, у мужиков заработайте. Вот это подзаработают нечто и несут туда. А все это у гайном гете, значит, семьи у всех, это еврейские. Потом стали они их шевелить, этих евреев. На воду гоняли, как скот, речка Мерея, отделяя нас от этого, от России. Вот у речку эту гоняли их просто на водопой. Помнится один случай, значит, приехали машину этих евреев набрали, завезли на русскую сторону, выкопали траншею и закопали их там. А потом я что, осенью, якого там года, может, 42-го, что, значит, усіх их собрали, завезли на русскую сторону, там были подготовившие ям, и всех постреляли. Теперь есть там то кладбище. Евреи каждый год приезжают, и каждый год там их поминают. Вот с евреями так расправились. А чтоб так с наших мужиков не чапали они так.
Яны какие-то были довольно цікавые. Ну, как бы учачы, ці што у іх такого не было. Моя ж маці тоже робила, тоже не для этого. Так если б вы могли представить, ну, на одного сын пришел в этом, як вам сказать, может, як бы теперь директора, тогда мама робила кафель. Так он пришел и просит маму, отвязи его сына, спаси, бо усіх их уничтожали евреев, тут в этом самом Залесье и в Заспейше. Так мать моя его куль соломы увязала и завезла в Лебедево. А так яны самі боялися, як то капучачы. Вот яна ўсё удзіўлялася, чаму яны такія, ну наши не, беларусы наши могли, хоць под пулю пойдзе, но ён можа і ўцячы, а гэта не. Вот чаму у іх такая была натура? Вот. И в 44-м году я только пошел в школу. Почти 10 лет было. Собрали нас, таких учеников, с 34 года, с 35 года, с 33 года, таких уже переросших. И, значит, нас у первый и второй класс за год закончили мы. Книжек не было никаких, читали из газеты, писали на газетах, кое-чем там занимались. Вот. Так за год закончили первый и второй класс, перешли в третий. В общем, с 44 года по 53 год я уже закончил 10 классов. Единственное, что спасало заработку, считайте, никаких не было. Что спасало, первый год, считайте, что голодали, как приехали. А потом приусадебные участки у нас по 50 соток. Ну так половина защевали картошкой, половина зерном. Ну и так, что могли, то и так и жили. Ну вот так и начали мы горы горевать. Значит, в школе был очень хороший директор школы, старался как бы где-то найти нам что-то надеть хоть. Ну так получалось, найдя телогрейку или ботинки. Так ботинки брату малые, а мне большие. Представляете, как было? Но он старался, як мог. Вот так было тяжко жить. Хлеба не хватало. Брат болел на воспаление мозгов. Вы не представляете, какая была трудность. Я теперь как подумаю, так мне тяжко говорить. Як она угрывала з нами. И лячилась. Ой, вы не представляете. Ну, але 10 классов я окончила тут уже в Залесье, ну, телогрейки в кирзовых сапогах. Так и замуж вот вышла. Знакомство было такое случайное. Этот колхоз назывался колхоз «Красный партизан» в Залесье. И не только в этом колхозе. Была болезнь такая животных, бруцеллез. Надо было ежемесячно брать кровь у животных и исследовать на зараженных животных. Но я там с бригадой из Маргонь приехали сюда забирать, брать кровь от животных у населения. А она была в отпуск, приехала. Была студенткой Мариногорского техникума. На агронома училась. Ну як так, глазами познакомились, а после через письмо я это разыскал. Но факт того, что в 59 году поженились.